Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 29 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Карта дня у нас рыбы. То, что нам помогает, это ключ. То, что мешает, это птицы. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. И карта на финансы. Итак, у нас карта рыбы выходит как карта дня, а это значит, что нам будет очень комфортно сегодня общаться, нам очень комфортно сегодня будет чувствовать себя в каком-то обществе, нам очень комфортно будет во время перемен, во время каких-то переговоров, договоров, сделок. Карта, которая говорит о том, что могут быть какие-то очень выгодные сделки, покупки, продажи и получение больших сумм денег. Особенно если вы к этому готовились заранее. Или, допустим, была какая-то очень сложная ситуация с деньгами, которая никак не решалась. Вот сегодня открывается такая возможность. А также эта карта говорит о том, что у вас вообще все выходит как бы за привычные рамки. Все меняется. Меняется ваше настроение, меняется, может быть, даже ваше окружение. Что-то в работе, какие-то подвижки происходят, новые люди входят. В общем, вы как будто бы выходите из своего привычного состояния. Также вот по этой карте очень часто возвращаются какие-то люди из прошлого. Да, вообще прошлое как-то выплывает. Может быть, какие-то обиды старые могут всплыть сегодня, да. Может быть, люди появятся, которые нас когда-то обидели, и вот придется нам решать с ними какой-то вопрос. Может быть, даже будут какие-то неприятные ситуации, связанные с сплетнями, да, или, может быть, даже скандал какой-то. Тут кто-то захочет затеять, и это нас очень глубоко эмоционально затронет. Но в любом случае нам придется тут как-то разбираться, то есть успокаивать себя, приводить себя в какое-то равновесие. А также по этой карте очень часто могут быть какие-то зависимости, когда мы очень, допустим, привязаны к близкому человеку, от этого страдаем, когда мы злоупотребляем там пищей, питьем и так далее. Может быть, издалека какой-то человек появится, да, приедет, или, может быть, напишет письмо, весть какую-то пришлет издалека, долгожданное что-то. Это может быть, кстати, и работа в одиночестве, работа ночью, это может быть работа удаленная какая-то. И также карта говорит о том, что может быть без усилий решится какой-то вопрос, особенно денежный. Вот знаете, они усилия, конечно, были, но они были раньше, а вот сегодня начинает все получаться. Что еще важно? Важно сегодня не злоупотреблять какими-то лекарствами, да, то есть может быть даже, это же у нас водная среда организма, может быть отравление какое-то. Также хорошо бы сегодня заниматься психологией, да, или заниматься своим душевным как-то состоянием, приводить себя в равновесие. В общем, неплохо было бы создать себе такой очень комфортный день, несмотря на то, что вокруг могут быть какие-то новые люди, новые обстоятельства, какие-то сложности, какие-то очень важные для вас дела. Вот все-таки нужно сохранять такое хладнокровие, спокойствие, нужно быть, знаете, как бы в себе, да, вот центр такой внутри себя держать. Что будет помогать? Будет помогать сама жизнь, сама ситуация. Новые люди какие-то могут приходить, новые инструменты появляются, которые позволяют вам решить какие-то вопросы. Вы можете, допустим, получить там ключ от квартиры, которую строили, да, или, может быть, наоборот, вы сдадите квартиру или снимете. В общем, здесь вот что-то связанное с домами, ключами, дверями, да, тоже может такое быть. Кроме того, вы можете открыть какую-то тайну, да, вот это же тоже как ключ. Кроме того, вы можете заключить сделку, опять же, ключ, да, у нас слово «заключить» в себе содержит. И как раз вот если это с недвижимостью, так вообще просто все очень хорошо проходит. Так, что еще по ключу может быть? Вообще по судьбе какие-то события могут происходить, новые люди по судьбе приходить. Это может быть, кстати, и долгожданный какой-то человек. Это вот если, допустим, встреча
нового человека, да, партнера, тоже может произойти по этой карте. А также карта вмешательства, да, вмешательство других людей в вашу жизнь. Это может быть благотворное вмешательство. Давайте посмотрим, какое оно будет. Да, это может быть вмешательство, которое позволит выйти из тупиковой ситуации, да, или это может быть вмешательство, которое, наоборот, загонит в тупик, или вот давайте еще одну карту достану. Да, скорее всего, здесь лучше не позволять вмешиваться в ваши дела каким-то женщинам посторонним, да, они могут как бы здесь все испортить. Так, теперь что будет мешать? Будут мешать птицы нам, то есть будут мешать разговоры излишние. Не нужно говорить о сделке заранее, да, не нужно говорить там какие-то важные для вас вещи, там, о деньгах или еще о чем-то, да, не нужно рассказывать другим людям. Если особенно это в стадии какой-то идеи или это в стадии процесса еще, да, ни в коем случае не нужно рассказывать, чтобы не, как бы, не испортить себе удачу, да, скажем так, чтобы удача не отвернулась. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то сплетни, могут быть какие-то телефонные разговоры лишние, да, какие-то, в общем, общение какое-то избыточное, лишнее, оно будет мешать. Или, может быть, здесь вредно сбрасывать цену, или, наоборот, здесь вредно покупать что-то слишком дешевое для себя. То есть нужно все-таки ценность какую-то осознавать, да. Если говорить о чем-то, то только по делу. Все лишние разговоры, они отбирают энергию, они разрушают удачу, в общем, мешают вам. А теперь посмотрим отношения. В отношениях для тех, кто в поиске партнера, мыши выпадают. То есть это такая очень милая карта, которая совершенно не выглядит какой-то неприятной. Да? То есть здесь вот мышь как человек, который очень трудолюбивый человек, который умеет ладить с коллективом, с другими людьми. Это человек запасливый, который все в дом, да, то есть вот может с таким человеком произойти встреча неожиданно. Это может быть по судьбе, это может быть человек, который будет глубоко вас понимать, а вы его. Очень хорошая здесь перспектива для тех, кто уже в паре, да, вот здесь что-то может касаться недвижимости, да, может быть, вы будете как раз заниматься покупкой-продажей недвижимости, либо там получать ключи, либо там сдавать, снимать жилье, что-то может быть связанное с жильем. Также здесь карта говорит о том, что, может быть, вы будете решать какие-то вопросы, которые вот затянулись уже, да, как будто бы не решались с какими-то государственными учреждениями, судами, юристами, может быть, начальством, да, или, может быть, здесь есть, допустим, родители, которые вот все время вам, ну, как бы вмешивались в ваши отношения, и вы будете как-то здесь договариваться, да, будете налаживать эту ситуацию. А также эта карта может говорить о том, чтобы вы чувствовали себя самодостаточными, да, чтобы вы уважали себя и ни в коем случае не позволяли своему партнеру, допустим, на вас эмоционально как-то давить, влиять, да, вмешиваться в ваши дела и так далее. То есть нужно быть таким стойким сегодня. Для тех, кто в ссоре, здесь выпадает карта лиса, а это значит, что если, допустим, вы будете обманывать вашего партнера, ну, допустим, просто захотите помириться и будете говорить ему те слова, которые он хочет слышать, но не совсем не то, что вы на самом деле думаете, то тут могут быть проблемы, да. С другой стороны, это может быть и ваш партнер, который тоже как-то хитрит, пользуется ситуацией, обещает все, что вы хотите услышать, да, а вы этому верите. То есть как бы для примирения здесь довольно-таки, ну, как бы сложная карта. Можно, конечно, подумать, что вы здесь можете как-то смягчить ситуацию, как-то найти выход из ситуации, но все-таки вот я чувствую, что здесь, скорее всего, какое-то неискреннее примирение будет. Давайте посмотрим,
работу. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта собака. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы вот в неопределенности в такой найдете опору. Либо это будет начальник, который вас примет, доверит вам дело какое-то, либо это будет коллектив, который к вам хорошо отнесется, будет помогать во всем. А может быть, вам помогут найти работу ваши друзья, близкие люди. Или, может быть, вы просто вот в этот день как-то сможете на них опереться. Допустим, пока все не ясно, да, пока еще не решено, и есть рядом люди, которые вас поддержат просто даже морально, да, то есть вы почувствуете себя лучше, когда рядом с вами они. Для тех, у кого есть работа, девятка букет говорит о том, что у вас начинается какая-то светлая полоса. Что-то очень приятное у вас здесь происходит. Это, знаете, такое благополучие. Если у вас были какие-то желания по поводу работы, вот они начинают исполняться. А если, допустим, не было работы, да, вот как-то, допустим, вы были в отпуске, вот можете наконец-то выйти на работу. В общем, здесь какое-то приятное, может быть, событие, известие, да, а может быть, просто начинается период такой хороший на работе. Для тех, у кого свое дело, карта Луны. Что здесь может быть? Результат какой-то будет сегодня, да, но он зависит от вашего профессионализма, от того, как вы владеете собой, насколько вы способны ладить с другими людьми и насколько вы доверяете своей интуиции. Все-таки здесь будет некоторая неясность, может быть, вы сможете только половину реализовать того, что планировали, или, может быть, будут вмешиваться обстоятельства, которые от вас не зависят, и у вас будет здесь сложность какая-то. Так, давайте-ка мы уточним. Якорь дополнительно, да, придется прикладывать какие-то дополнительные усилия, придется искать, может быть, то направление в деятельности, которое даст вам стабильность и возможность заработать. Может быть, придется решать какие-то вопросы, связанные с документами, бумагами и всем таким прочим, да. Может быть, у вас там не совсем порядок в этом вопросе, вот нужно с этим разбираться. Ну и, конечно же, вот карта говорит о том, что вам стоит задуматься о стабильности. То есть сейчас времена сложные, времена переменчивые. Для вас сейчас самая главная стабильность, и вы, скорее всего, сегодня будете думать о том, какое направление вам оставить для того, чтобы деньги приходили стабильно, да, или какую сферу деятельности выбрать. В общем, что-то здесь будете решать, которое вот будет вам давать стабильность, ну, ту ситуацию, которая будет давать вам стабильность. Финансы. В финансах выпадает карта всадник, а это значит, что в этой сфере что-то идет новое, какие-то перемены. Это может быть для вас новые какие-то поручения по работе, да, которые заставляют вас как-то по-новому зарабатывать деньги, с новыми людьми общаться. Также здесь карта, которая говорит о том, что вам придется много писать, звонить, может быть, даже куда-то ехать по поручениям. Также, может быть, нужно будет отправлять какие-то очень важные документы, да, вот, допустим, через интернет, там на подпись или еще как-то, да, то есть что-то такое важное, что будет менять вашу жизнь в дальнейшем, ваши доходы, вашу работу, как на вашу работу будет влиять. То есть в деньгах какие-то перемены большие. Но смотрите, здесь перемены к лучшему, да. Корабль — это тоже у нас карта перемен, но всегда положительных. Это может быть просто новая даже работа и новые финансы, новые деньги. Это может быть новый круг ваших клиентов, да, и от этого зависят тоже ваши деньги. То есть вот здесь любые перемены, любые как бы договоры, да, все коммерческие сделки, они все здесь будут приносить денежки. Но для этого вам придется, конечно, менять здесь что-то в вашей работе и в вашем способе заработка. Итог дня какой у нас? Итог дня — книга. Карта говорит о том, что будет очень важно какую-то
нужную информацию получить сегодня, да, то есть по итогу дня вы, скорее всего, получите все, что вам нужно, узнаете обо всем, что было необходимо. Может быть, откроется какая-то тайна, то, что вы не знали, и это повлияет на вас. Кстати, здесь вот как бы карта такая светлая, хорошая, то есть это информация, которая влияет положительно на вашу жизнь, открывает для вас какие-то новые возможности, перспективы, и вот как-то удовлетворенно вы будете себя чувствовать. Кроме того, здесь карта, которая связана с учительством, преподаванием, образованием, экзаменами. Здесь вот тоже все будет по итогу дня в этой сфере благополучно, будете довольны. Если говорить о делах, то в течение дня вам придется, знаете, выполнять свои обязанности очень хорошо, да, вам придется выполнять там свой долг, может быть, перед своими близкими, да, или выполнять что-то по инструкции, и вы будете, ну, как бы очень довольны тем, как вы справились. То есть хорошее такое окончание дня, когда мы были вроде бы там в суете, в постоянных делах, в заключении каких-то важных там документов, договоров, да, но в конце дня мы чувствуем, что добились того, чего хотели, и чувствуем удовлетворение от сделанного. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.